Всем привет! Сегодня у нас саунд-дизайн по следам Кубыс фестиваля. То есть те, кто смотрит сейчас это, вам стоит посмотреть Кубыс фестиваль сначала. Как там, что происходило, составить свое мнение. А мы расскажем о том, что вы не видели и как это было изнутри. Кубыс фестиваль этнической музыки был. Не этнической, а именно удмуртской еще новой музыки и этнической музыки. И как я понял задачу фестиваля, мы должны были показать эволюцию музыкантов и инструмента, то есть вот кубыс такой архаический инструмент, и как это у нас перетекло все в современную музыку. Я ее понял так. С музыкой я с удмуртской знаком не с народной, а с Silent Угур. Я видел, как создавалось, и даже принимал участие в создании. Иван Белослудцев, я его первый раз видел, он с гитарой приходил, и вдруг стало понятно, что талантливый человек абсолютно. Женя Чудья, я видел, как появился Кот Кьюбитс, группа, правильно я произнес? Да. Это тоже мои хорошие друзья, я был удивлен, что они вдруг на удмуртском запели, это было очень круто. Вот. Но я не очень знаком с народным творчеством вообще, удмуртским. И я, честно говоря, как рокер и рок-н-ролльщик, я к концертам на большой сцене я относился всегда очень, скептически, скажу. Поэтому, когда мне предложили в этом участвовать, я как технический специалист согласился, а как человек, который как в голове это у себя уместить, передо мной задача появилась, и я не совсем понимал, как ее решить. И еще я узнал, что фестиваль должен был проходить на открытом воздухе. И когда я узнал, что инструменты-то, оказывается, не подзвучены у большинства из выступающих, у меня волосы на голове встали вот так вот. То есть я начал бегать за Дорели, за куратором фестиваля, и просто умолять ее там, перенеси, пожалуйста, фестиваль с улицы куда-нибудь. Ну и коронавирус меня спас. То есть концерты на открытой местности запретили, в общем. Я начал искать место, где это можно посмотреть. Я начал смотреть на состав участников, там 5 человек, 3 человека. То есть нет таких больших оркестров. И мне в голову пришла идея, потому что я знаю, вот выбирал, и я в студиях бываю. Существует студия «Летчик», которая достаточно большая и в то же время не очень большая. Оснащена хорошо, там есть интернет, что самое главное для онлайн-трансляции. И самое главное, я знаком с Никитой, вот Никита Горшков. Я слушал его работы. Я слушал его работы именно в акустических звучаниях. Они мне очень понравились. И поэтому я, в общем, рекомендовал Дорели Никиту, и, в общем, выбор был сделан. И самая главная задача у нас была, то есть сложность вообще была самая главная. Как совместить акустический инструмент, который не подзвучивается, что для меня вообще нонсенсом уже является. То есть, я так в подъезде пел в детстве. Как совместить? А Дорели 25 артистов предложила список. И среди этих артистов есть рэперы, есть минусы. То есть люди поют под минус, и люди на баяне играют. Я об этом попозже скажу. То есть, и еще должна была быть экспериментальная группа, значит, оркестр Кенджели и оркестр, В его назвали. От чего у меня второй раз волосы встали, вот так вот. Потому что этих-то я точно знаю, и тут-то у меня зашевелилось все на свете, короче. Привет. Вот. И всю эту задачу я свалил благополучно на Никиту. Обрисовав ему всю ситуацию, обрисовав все, я благополучно на него свалил. Значит, какие классные штуки были. Мне вообще фестиваль очень понравился. То есть реально мы провели там, 3 дня мы провели на студии. 3 дня мы к нему готовились, мне очень понравилось. Вот у нас картина, которая в процессе рисовалась, Саша Ишбулдина делала. Была у нас там Ася, декоратор. По секрету скажу, она развешивала лампы, она пришла с перфоратором туда. То есть девочка с пакетом и с перфоратором. Я такой сидел, смотрел, думаю, господи, каково. Я перевозил один туда, я перевозил весь бочки все эти, в общем, все эти декорации. И оттуда один перевозил, да, без всяких людей, все в одну морду. Значит, и она в последний момент выдает мне борщевик. И я просто такой, борщевик? Типа, ты серьезно? Она говорит, он сухой, не бойся. То есть, а у меня опять я такой, загорится быстро. Расставили борщевик и начали вешать лампы, которые выяснилось, что лампы накаливания обычные. То есть, в общем, мы побежали, огнетушитель стали ставить. В общем,
экстремальных ситуаций хватало на этом фестивале огромное количество, поэтому я вот, стрессовых ситуаций, она постоянно была, но она была приятная. То есть, когда фестиваль начался и прямо все начало работать, было очень хорошо. Мне очень понравилась Дорали, которая, я первый раз ее видел ведущей. И у нее такая волна хорошая, она так все делает. Да, в общем, было интересно. И еще была одна проблема у технической группы у всей. Дело в том, что мы не понимаем по-удмуртски ничего. Хоть у меня бабушка удмуртка, я на третий удмурт, но по-удмуртски я не воломон, я в общем. И поэтому, там все фишечки на онлайн-трансляции были сделаны на удмуртском, и мы сидели в них такие, типа, мы правильно я поставили или нет? И там, по-моему, несколько накладок случилось, да? Вот этого я не знаю, но я могу сказать... У нас все было написано, но просто вот вдруг начинаешь путаться, а там был момент как раз с Кинжели, которая, у меня написано в списке, что она выходит на третьей песне. И я стою, жду. Она подходит и говорит, я выхожу, я говорю, подождите, как? Песня первая. Остановил ее, подержал. А она с барабаном уже рвется в бой. Начинается вторая песня, и вдруг она вылетает на второй песне, начинает играть. И там все, вот за стеной люди, которые организовывали стрим, такие, перепутали плашки, не то сделали, что происходит, короче, там шок, а никто ничего не понимает, что происходит. А Кинжели весело скачет и бьет в барабан. В общем, вот таких там ситуаций хватило, и самую скандальную ситуацию мы расскажем в конце. Нет, она не скандальная, скандал из нее не получился, если бы о нем написали в газетах, а я бы написал об этом. Вот, это был бы скандал. А так это произошла некая, такая конфликтная ситуация, которая случается на работах. И там, в общем, мы ее разберем. Я не в курсе. Вот я вам расскажу сегодня. И поэтому я расскажу в конце, чтобы вы не ушли. В общем, я передаю слово Никите Горшкову, это студия «Летчик». Спасибо. Вот. То есть я начну примерно с того, на чем ты закончил, когда ты пришел, поставил задачу и возникла такая ситуация. Нужно каким-то образом это все озвучить, каким-то образом это все передать в трансляцию, и внезапно всплыла еще одна задача, каким-то образом все это записать. Вот. Это все было очень интересно с инженерной точки зрения, и когда я встретился с администратором трансляции, который отвечал за то, чтобы это все работало, техническая часть работала слаженно, в котором я увидел своего одногруппника, я очень обрадовался, что это будет именно он. Ну и мы начали различные варианты того, как это можно все сделать. В итоге получилось очень интересно, мы не ограничились оборудованием, которое было на студии, мы абсолютно из ниоткуда получили цифровой пульт фирмы Behringer. Давай скажем. Спасибо вам, Иван Лашманов и Дмитрий Якимов. Большое. Да. Которые пришли, я уж такой секретик открою, они дали его только с единственной целью, они пришли послушать Кубыс. Они пришли послушать и посмотреть на артистов, которые, возможно, их заинтересуют, и они с ними работают. Вы даже договаривались с ними, да? Отлично. Видите, интерес-то есть к этому. Более того, это были первые люди, от которых лично я получил фидбэк на нашу работу. Да, им очень понравилось. И исходя из этого мы начали думать над тем, что можно сделать. Поскольку у нас не настолько глубокий в техническом плане эфир, не буду погружаться в вопросы, как работает цифровой пульт, но кратко я должен сказать, что это устройство помогло нам закрыть практически все наши задачи, но при этом в то же время создало некоторые сложности. Сложности создает в данном случае не сама идея цифрового пульта как таковая, а сколько, конкретно класс данного устройства, потому что постоянно проводятся параллели с фестивалем Наварт, на Наварте пульт был классом выше. Значительно выше. Тут пульт классом был ниже, но поскольку мы изначально не планировали, что будет даже он, это нам сильно упростило задачу. Что было на Наварте? X32. А у вас? XR18. Я не знаю подробностей Наварта, я знаю, что был X32 просто по картинке, по фотографии. Кто работал оба мероприятия, тут может сравнить. Более того, цифровой пульт помог нам еще в том плане, что у администратора трансляции, который отработал этот самый Наварт, была четкая позиция. Техническая группа и музыканты не пересекаются.
То есть, опять же, отчасти поэтому ты выбрал эту студию, чтобы была возможность вывести всех технических специалистов в отдельное помещение. Для того, в общем, у нас на Наварте была проблема. Мы хотели, в общем, человек, который контролирует всю эту запись, должен сидеть вообще отдельно. А на Наварте там лупил звук, и даже если ты одевал наушники, в общем, не спасало никак. Абсолютно. Поэтому. Ну, поскольку мы говорим как бы о том, что происходило абсолютно честно, я должен сказать, что как бы в рамках этого фестиваля это тоже не получилось. И это, повод задуматься о том, как технически это развязать еще более интересно, потому что, оказавшись в отдельном помещении, мы начали решать вопрос, а что нам, собственно, важнее? Слышать микс, который уходит на трансляцию, или иметь возможность вести диалог с оператором, который должен быть предупрежден о том, что сейчас камера переключается на него, и знать о том, что камера, что он может прекратить снимать. Наушники мне так и сообщали. Я играла и слушала. Да, это тоже как бы еще одна ситуация, да, которую стоит проговорить, да, что вообще технически решение должно быть таким, что каналов связи должно быть больше, и они должны быть отдельные. Да? Я в какой-то момент испугался, что я несколько замечаний в адрес артистов отпустил. Ну, таких вот горячих, когда я бегал, там весь такой разгоряченный, а мне сказали, они тебя слышат, я такой, теперь боже. Ничего плохого, но... Я не слышала. Мне не до этого. Хочешь, что говорить? Я без наушников. Вот, навскидку я сразу тогда скажу, что у нас было два способа решить эту ситуацию. Да? Первый способ – это арендой дополнительного мониторного сплиттера. Да? У нас было два канала наушников, можно было сделать их больше. Но это вот устройство, которое надо откуда-то взять. Да? Мне в рамках как бы студии на постоянку оно не нужно, я его не приобретаю. Вот. Это был один из способов. Нам не хватило. Да. Финансово то, что фестиваль состоялся, я понимаю, это чудо. Маленькое чудо произошло, да, что он вообще состоялся. Да. Ведь наш самопальный сплиттер, по-моему, Василия, но это немножко жестко. Тут было слишком много самопального, чтобы рисковать. Нет, его можно было бы арендовать, но нам было уже не до этого, во-первых, а во-вторых, лично для меня эта проблема стала очевидна в момент, когда мы запустились. Да, то есть ситуация с моей точки зрения произошла таким образом, что ты готовишься к чему-то одному, а в процессе сталкиваешься, не совсем с тем. Это, по-моему, в день уже фестиваля и даже за час до фестиваля вдруг эта ситуация возникла, насколько я понял. Скажем так, кто-то знал, что так будет. Вот. Я о том, что так будет, не знал. Вот. И, в общем, технической командой было выбрано решение, что картинка важнее звука. Картинка была шикарная, я должен сказать. То есть ставка оправдалась. Можно я перебью на 5 секунд буквально? Ставили звук про кота. Это мы к этому вернемся. Дело в том, что я когда начал отсматривать картинку, там Айкай первый выступал. И вот для меня Айкай как раз является таким, пафосным ансамблем, который существует на каком-то очень большом уровне. В своем мире, да, как бы вот на каких-то таких официальных мероприятиях. И вдруг они в совершенно андеграундной среде. И это настолько было для меня круто и классно. То есть, и вот эта андеграундная среда, как бы она продолжалась и было очень клево. А на дедушке и внучке я чуть не заплакал там, глядя на них. Не потому что они даже там хорошо или плохо не сыграли, неважно. А просто сама вот эта картинка, я просто сел такой и очень, в смысле, очень было круто. Извините, перебил. Вот, второй способ решить эту ситуацию был размещением цифрового пульта просто в комнате с музыкантами. Да? И вот тут я для будущих поколений должен сказать, если у вас есть возможность так сделать, помните о том, что это дает в перспективе еще и лучший звук, потому что сокращается длина проводов и исключаются дебоксы из звукового тракта. Это в сумме дает лучший звук. Но мы не могли так позволить себе сделать, потому что у нас стояла задача вести запись и контролировать эту запись. Навскидку я должен сказать, что я не уверен в том, что запись не сделали, потому что в процессе, запись есть, она есть. А она где? Она у Ярослава. Понял. Вопрос ее качества, грубо говоря, вопрос качества трансляции записи не рассматривается по той причине, что тестовые записи и тестовые трансляции у нас не случилось. Не случилось, да. Вот если бы они у нас произошли, это бы спасло нас, это бы помогло сделать продукт выше уровнем. Но я постфактум уже отрефлексировал это и понял, что если делать по уму, да, то студия должна была быть арендована не на 2 суток, как она была, а, допустим, на 4.
И цифровой пульт должен был арендован быть Да, естественно. на соответствующее время. А пульт появился у нас только в день Утром. фестиваля. Да. Утром, да. К сожалению. Я сразу тогда освещу момент пропажи звука, да. Дело в том, что для конкретно данного пульта передача мастер-канала по USB не является дефолтной настройкой. Вот и все. Вы То поняли, есть что он сказал? по умолчанию он так не делает. Вот он так не делает. Он вот под это как бы не шибко заточен. Эта функция в нем есть, но она очень глубоко. Вот. И что я должен сказать в То данном есть случае? для людей простых. Короче, он слетает. Да. Он слетает, и он слетел. Я предварительно, да, параллельно с саундчеком это проверял. И вот тот самый один раз я не досмотрел. Запись без никакой. Запись была. Ну, USB сам по себе довольно хлипкий такой. Но нет, в данном случае это вот именно та галка, которая слетела. Получается, в эфире звук, да? Да. Более того, он даже у музыкантов в этот момент не пропал. А в записи это там все просто сон вышло или по канале? Мастер. Мастер шел на трансляцию, а на запись шел мультитрек. Мультитрек? Да. И мы еще надеемся, что мы еще мультитрек сделаем из этого. Это крутая на канале запись. Я не думаю, что она будет такой крутой, потому что уровни, на которых работает пульт в трансляцию, и уровни, в которых он работает на запись, немножко разные. То есть в контексте использования конкретно данного устройства, да, Ты боишься, что они пиковать будут или что они слабые? они слабые. Слабые. Да. С этим посмотрим. Вот, очень пиковать. Да. Просто какая в данном случае ситуация, да? У нас комната, в которой происходит мероприятие, она не идеально заглушенная. Она шумит, она имеет свой звук. Потому большие уровни чувствительности на микрофонах нежелательны. Чрезмерное звуковое поле как бы нам на руку в данном случае не играет. Но звук на запись уходит исходя из этих параметров. И В общем, и это мы разберемся с звуком на записи и выложим потом, что получилось. Хотя Да. бы по одному треку. Но, попытаемся, то есть постфактум в данном случае, да, стоило либо сконцентрироваться на том, чтобы отдельные люди там занимались записью через отдельные устройства, да, то есть в данном случае на многофункциональности одного устройства мы и погорели. Потому что номинально это работает так, но не таким образом, чтобы выдать максимальный результат. Потом я уже думал о том, что можно было сделать трансляцию на аналоге, потому что буквально за неделю до, собственно, событий я взял у друга в аренду пульт 95-го года, который звучит абсолютно потрясающим образом, удивительным. Я до сих пор хожу под большим впечатлением, несмотря на то, что работаю на нем каждый день. Вот. И определенные преимущества у нас были. Но, возможно, тогда был бы адекватный баланс между записью и трансляцией, но звук в трансляцию ушел бы по аналогу и звучало бы чуть хуже. Ну, а еще бы мы потеряли немножко в способности переключаться, да. То есть это делалось бы не нажатием одного клика, а чуть большим количеством действий. Понятно. Вот. Это то, что касается моих мыслей про аналог и про вот существующую систему. Я, наверное, немножко расскажу про микрофоны. Давай, да. Для тебя это тоже был интересный опыт, потому что я выступил с предложением использовать театральную систему озвучки. И я испугался. Потому что много народу все равно, как бы, и прочее, но потом я даже в ушах, когда слушал, там, на мониторинге, все было хорошо. Ну, мы сейчас можем сказать, что, Давай. наверное, это решение себя оправдало. Там было театрально, да? Да, это подход, который используется в театрах, и в том числе он используется, например, в театрах танца, каким является театр Айкай. Да? Откуда, в первую очередь, эта идея у меня, да, это же, не я такой умный, это просто опыт работы с ансамблем «Италмас», с театром Айкай и в Удмуртской государственной филармонии. То есть это решения, которые в подобных ситуациях обычно были применены, кстати, еще на фестивале «Бабушкина дача», тоже они применяются, потому что зачастую нужно среагировать быстро. Чтобы среагировать быстро, желательно, чтобы решение было под рукой и оно было максимально общим. Что в данном случае было? То есть у нас стояла просто шеренга из 4 микрофонов, каждый из которых что-то ловил перед собой. Да, предполагалось, что это будет цельная картинка. Вот так оно и было, хотя сразу скажу, что это были не идеальные микрофоны для данной ситуации, но они были близки к этому. И у них были очевидные плюсы, да, то есть в случае, если бы музыкант вдруг решил взять его в руку, ничего бы страшного не произошло.
да, хотя микрофон как бы студийный, чувствительный и так далее. Мгм. При этом их можно было ставить куда угодно, на любой инструмент, и звук отовсюду мы получили. Более того, в процессе самого фестиваля наш техник сцены нещадно путал микрофоны друг с другом, и это все равно радикально не сказалось на звуке. Мы все равно мы все равно все сделали. Просто наша сцена небольшая. А что за микрофоны, как вы их располагали? Просто я не видела их в кадре. Это 4 гиперкардиоидных микрофона RDN3, они были в кадре, они нещадно лезли в кадр, то есть они ставились примерно на расстоянии... Спина звукотехника лезла в кадр. Да, они примерно на расстоянии 10 сантиметров от инструмента, и в эти микрофоны шло вообще все, что мы могли в них собрать. И они это собирали. Я смотрела с телефона, все было клево. Да нет, все правда было клево. Просто на рок-концерте никто таким образом Ну да. систему озвучания не будет использовать. Но в данном случае... Мне показалось, что это было идеально, когда мы начали с этим разбираться, мне показалось, что это будет идеально, что мы как раз инструменты, которые не подключаются, мы именно так и снимем. И мы придумали еще систему с ушами, Да. с которыми я нещадно путался, потому что там уже начался полный Ну, для меня... справедливости ради, это не твоя сфера ответственности, а музыкантов, но в целом, да, решение проводить концерт на студии было продиктовано еще и стремлением надеть на всех музыкантов, на кого можно их надеть, наушники, да, и таким образом получить более качественный сигнал на запись, да, более приближенный к тому, что мы слышим в студии. Разговоров? Себя. А. Получилось. Мгм. Но тут опять же есть момент, что многие музыканты на самом деле постеснялись или посчитали недопустимым прямо в процессе исполнения о чем-то попросить, об изменениях какого-то баланса в наушниках. Да, потому что для меня, с моей стороны, казалось само собой разумеющимся. Например, остановитесь и задали. Нет, Нет, не дело так. даже не в том, что остановитесь заново. Грубо говоря, отпели куплет, и вот там вот есть вот два такта свободных. Можно сказать, вот этого погромче, а вот этого потише. У нас была возможность так сделать. С другой стороны, конечно, это все равно делалось Ну, приблизительно. это тоже некий опыт. Да, и для нас он тоже как бы экспериментальный. Экспериментальный этот опыт во многом. Думать, как это все лучше делать. На самом деле, для сцены, если мы будем понимать, ну вот там, сцену музыкантов, которые поют на удмуртском языке, это может быть, ну, хороший опыт, потому что обратиться в сторону наушников даже на концертах, это вообще мировая практика, Да. и всем музыкантам, с которыми я сталкиваюсь, я это обычно рекомендую с одной простой целью. Дело даже не столько в качестве звука, да, что там не пролезет в микрофон то, что не должно пролезть. Дело в том, что звуковые уровни, которые в наушниках имеют место быть на концерте, они значительно ниже звуковых уровней, которые идут с напольных мониторов. То есть музыкант, играющий, например, в группе с барабанами, обратившись в сторону наушников, сбережет свой слух. Для музыканта слух это важно. Как бы, Ну, если он не планирует за 3 года стать звездой и как бы быстренько... ну, и прекратить заниматься... И прекратить концертной заниматься музыкой, деятельностью. потому что станет богатым и известным, да. Просто, как бы, да, среди звукорежиссеров ходит такая присказка, что, в общем, на сцене рядом со Стасом Михайловым стоять может только другой Стас Михайлов, потому что это невозможно. Это очень громко. Громко? Да, это очень громко. То есть, вот, ну, как бы, пример человека, который поплатился здоровьем за карьеру. И таких примеров на самом деле много. Ну, и Их вокалист из очень АЦ Гром ДЦ, насколько я знаю. Да, да, тоже. Но там, как бы, была и ситуация... Ладно, не отвлекаемся. Да. Что можно было сделать лучше-то, в конце концов? Про фестиваль. Что можно было сделать лучше, да? Больше времени на подготовку, да? Более высокого класса пульт, второй микрофонный сплиттер, да, отдельный саундчек. Да, да. Пожалуй, рассказывая свою часть истории, да, я по этим моментам прошелся, это, правда, можно было сделать лучше. Параллельно с этим можно было развязать команду, занимающуюся видео, с командой, занимающимся аудио, возможно, в разные помещения, да, таким образом обеспечить более тщательный контроль стрима и более, кстати говоря, если бы это был еще более высокого класса пульт, обеспечить еще и контроль того, что происходит у музыкантов в наушниках. Да. Может быть, даже как бы ценой отдельного специалиста, мониторного звукорежиссера, который будет этим заниматься.
Ну, я, честно говоря, я перестал ориентироваться по-моему, на второй или на третьей группе в шнурах и микрофонах. Ой, в смысле, в наушниках. То есть изначально мы их разложили, вот это сюда, это сюда, это сюда. Этот микрофон для кубыза, этот микрофон для голоса, это для гуслей. Уже на третьей группе я уже перестал понимать. Ну, а со своей стороны я как бы рулил концерт, не слыша микса, почти по приборам. Вот. И обычно мне приходилось попросить, мне давали 5 секунд послушать. И тут надо сказать спасибо либо как бы реакции, либо слуху, либо ну какому-то везению. Вот. Я на Такая ситуация меня все, что я слышал на трансляции, когда я смотрел, а я повторяю, я очень как-то трепетно подошел, ну я переживал просто, что получилось-то, я ответственный за это человек. Вот, и когда я первый раз увидел, как исчез звук, а я на самой трансляции этого не знал, что это произошло, я начал звонить всем, что происходит. Вот, произошло на вас, по-моему, да? Да. Вот, а второй раз это произошло по причине, насколько я понял, по причине ответственного за трансляцию. Там был... Тут стоит, да, тоже рассказать об этом, что для нас было довольно сложно совмещать заставки Дороли с параллельным саундчеком музыкантов, да, и в определенный момент мы пришли к решению, что зритель не должен слышать, как музыканты чекаются. Вот. Хотя изначально мы предполагали, что это будет вообще неформальная обстановка, и все это будет. Но почему-то в момент... Мне кажется, что, кстати, для меня на фестивале было новостью уже. Потому что в какой-то момент я понимал, что происходит, а вы в какой-то момент что-то переделали. Ну, мы просто собрались с Дороли и поставили этот вопрос. Как бы идет в трансляцию техническая сторона или не идет? Вот. Это шумы, Ну вот Да, присоединитесь, конечно. Это шумы, это разговоры и так далее. Обсуждался даже момент того, что звукорежиссер выбегает из отдельного помещения, бежит к музыкантам, общается с ними прямо на месте, что вы хотите слушать. Вот. Ну, в итоге было принято такое решение. Мы пытаемся поднять трансляцию на более высокий уровень, жертвуем комфортом музыкантов, получаем лучший звук на выходе. В общем-то, мы получили ценой вот этих 2 пропаж звука более высокий уровень звучания, более телевизионный формат, что ли. Вот мне это понравилось, да, картинка. А заставки это в начале танец, да? Их несколько? Нет, это интервью с музыкантами, которые происходили после каждого сета. Моменты с видео, это были моменты, когда мы все могли немножко отдохнуть. Это было счастье. Ну и, в общем, сейчас я уже продолжу. То есть вот эта часть, когда я отсматривал сам фестиваль уже когда он состоялся на следующий день, поскольку я в концепцию не залазил в фестивале, то есть я за технику должен был отвечать, я особо об этом не задумывался вначале. А когда я начал его смотреть, это уже, то есть, я не знаю, минус не минус, но это у меня такое мнение сложилось. О чем я Дороли сообщил тоже, конечно. Называется Кубыз Фест. Фестиваль назывался. Появились люди с кубызом, кубыз гусли, кубыз флейта, как она, вот это. Вот, да. Вот это Дороли меня включила в чат музыкантов. Я перестал понимать что-либо там, как бы, то есть по каким-то событиям, там, а там все вот у Жигулды было. То есть, и я смотрю, кубыз классно, это классно, кубыз классно, дедушка с внучкой шикарно. Появляются гитаристы, то есть акустическая гитара и исполнитель. И причем тоже без подключения, то есть прямо на том же вот этом театральном звуке, отлично. Просто, на мой взгляд, их было слишком много. Их было 4 человека. Мне казалось, что может до 2, вот когда я отсматривал, что может сократить до 2, потому что у меня, как у зрителя, немножко потерялся в этот момент. Ну, в общем. Потому что до этого группы были интересно, потом интересно, и вдруг то же самое. Ну, как бы повтор такой. Ну, Саш, ремарочка, да, техническая, да? Именно с гитаристами театральная система тоже прекрасно работает против подключения. Ну, потому что ты не слушаешь акустическую гитару, засунув в нее ухо. Никогда. Я говорю о том, что вот там была Тур-Елис, Баба-Ленин. Однотипные, да? Да, они были однотипные. То есть вот хватило бы 2 исполнителей, которые должна была выбрать Дороли. Или хотя бы по одному номеру. Мне кажется, все-таки 2 исполнителей как бы в такой же длительности. Вот. Это мое субъективное мнение. Потом появилась с Домрой.
И, на мой взгляд, это было просто обалденно. Вот я ее на концерте я ее заслушался на самом фестивале. И заслушался потому что исполнение шикарное. А песня такая прямо какая-то улетная, амбиентная такая. И вдруг после этого она появляется с минусом. И вот на этом минусе как раз выключился звук. И я называю это кармической уже неполадкой. Потому что после вот, как бы, вот эта кубыс концепция вся шла, и вдруг она поет под минус. Просто. И, на мой взгляд, ну, вот это меня немножко напрягло уже при просмотре. Я не знаю, как зрители, которые смотрели, к этому относились. И немножко мне показалось не в тему чуть-чуть. Я сейчас не говорю про музыку, хорошая и плохая. Когда был с пианино вариант, тоже я не совсем понял, исходя из концепции. Это кавер. Вот я не совсем я уловил. Да. Тут я тоже не уловил. А я наоборот понимаю логику, как бы хотелось дать максимально широкий срез, показать, что вот и там умеем, и вот здесь умеем. Да. Но вот в самой концепции, мне кажется, немножко пострадало из-за этого. И при этом абсолютно, это уже как бы я секреты изнутри раскрываю, когда вышел рэпер, то есть техническая студия прыгала вся. По какой причине, я не знаю. Потому что мы его вывели, как бы сидим, слушаем, а потом переключились на то, что идет на трансляцию, и были глубоко поражены тем, что это звучит так, как будто бы он реально в студии это записал. Очень высокое качество исполнения. Может быть, не по меркам хип-хопа, потому что там не имел момент там быстрой читки и так далее, ну не Eminem. Но в том, что касалось того, как вот это звучит абстрактно, мы были глубоко впечатлены все. Вот, и получили большое удовольствие. В общем, вот, среди технического персонала топ номер как бы 1 занял рэпер. Шузимейт, по-моему. Как? Шузимейт. Шузимейт, да? Вот. Это Шузимать. Шузимать? Ну, это так в листе написано. Вот не хватает Дороли, да, чтобы она нам это транслировала по-русски. Значит, ну и наступил черед экспериментальной музыки. Значит, там Кинджели и оркестр В, да. Я этих людей знаю, я с ними знаком, я, в общем, представляю, как они играют. И, то есть, вот теперь я расскажу про эту ситуацию, которая произошла. Опять повторяю, на картинке в онлайн-трансляции все выглядит шикарно, они как рок-звезды выглядят. А как звучит? И звучит все нормально у них. Ну вот на мой взгляд, все звучит нормально. Для единственной группы из всех, кто был на этом фестивале, мы предложили в пятницу все-таки приехать за день до фестиваля, поиграть у нас на студии, и мы бы их послушали, ну, потому что они экспериментальную музыку играют. Они отказались. Они не пришли на саундчек. То есть и после этого некие там претензии как бы предъявлять к звукооператору, мне кажется, уже просто не. Вот. Во-вторых, ребята играют такую музыку, что они очень увлечены собой, внутренним состоянием. И очень мало внимания... у них было, еще я отвлекусь, у них было требование сразу, когда еще только задумался фестиваль, они потребовали себе комбики туда. А поскольку мы отказались от комбиков, ну, от мониторов и от всевозможных вещей, я им об этом сообщил. У них была возможность отказаться от выступления. Я так считаю. Ну, то есть, как бы, хотя я признаю там свои недочеты в ситуации в этой во всей. Они пришли на саундчек уже в субботу, подключились. В неполном составе? В неполном составе. Опять, что потом опять на меня произвело неизгладимое впечатление. Когда за 5 минут до выступления я понял, что это еще не все. Они очень увлечены процессом, в котором они находятся и когда они играют. Но я бы как музыкант, я все-таки запомнил, что вот это мой дебокс, это мои наушники, вот сюда я включался, вот это мне надо вот их найти и включить, и чтобы все было. В результате, когда, собственно, начался их номер, они еще долго подключались, их начали подгонять, и это немножко стрессовая ситуация, видимо, произошла. То есть у них в ушах, насколько я их понял, им было очень некомфортно в ушах. От чего? Они отыграв, даже не полную программу, насколько я понял. Ну, мы не знаем. Ну, я понял так, да. То есть они сами по собственной инициативе прекратили выступление. Это не видно, по-моему, на трансляции, а может быть и видно. Просто, выглядит так, как будто, для меня было так, как будто все закончилось тогда, когда должно было. Выглядели они как рок-звезды, там роняли гитары, в общем, все это делали. Вот. Но потом один из гитаристов забежал в комнату техникам и, в общем, громко всем объяснил, кто там кто.
Причем объяснил людям, которые, собственно, не причастны к процессу были. Там были люди, которые не отвечали за это все. Вот. И я, раздумывая о этой ситуации, ну, повторяю, вот этот саундчек и прочее, прочее, я все-таки, может быть, свой недочет нахожу. Мы могли им поставить маленькие комбики и точно так же театрально их снять. То есть просто они, маленькие комбики, бы не выкрутили сильно, или мы бы им запретили это Я сильно думаю, выкручивать. они бы выкрутили, музыка требует. И потом, сложность ведь была не в гитарном звуке в первую очередь, да, гитарный звук мы получили. Сложность была в звуке вокальном. И как бы то, что это будет связано с определенными проблемами, мы поняли еще на стадии саундчека, потому что это явно переусложненный тракт, ситуация, в которой голос уходит независимо в пульт и также независимо уходит в компьютер, в котором обрабатывается и И выдается возвращается. обратно, Да. да. Мы вели долго переговоры, обсуждая различные варианты это сделать. Постфактум я придумал еще несколько куда более удобных. Вот. Ну, в общем, экстрим состоялся на трансляции. Я смотрел, у меня как у человека никаких вопросов к ним не возникло на трансляции. Получается, свадьбой постараться никак. Да. Ну вот, в целом, вот такой опыт. Мне очень понравилось то, что я увидел. Мне очень понравилось то, что, в чем я участвовал. По-моему, было круто все, что происходило. Мне кажется, что Автопати было шикарным. что даже твое видение как бы этого фестиваля, оно тоже состоялось. Как бы эволюцию музыки мы, в общем-то, проследили. Да. Место, которое этот конкретный инструмент нашел для себя в современной музыке, мы тоже увидели. И, я думаю, получили большое удовольствие. Просто я увидел несколько артистов, которые, ну, прямо образами обладают. И что для меня это было удивление. Я понимаю, что когда там пришел Айкай, там кто это был? Художественный руководитель их, да? Хореограф. Хореограф. То есть вот вплоть до этого я просто смотрел, как бы вот так должны работать с артистами. Ну, как бы артисты должны заставлять, чтобы с ними так работали. Собственный звукооператор, собственный хореограф, это, я не знаю, вот, собственный кто-то еще. То есть вот, конечно, то, что Айкай первым появился, был топ. Ну, вот, как Дорали это умудрилась договориться, я не знаю. Но просто такое странное помещение с лампочками, вдруг там Айкай. И я в этот момент был абсолютно счастлив. Я очень люблю этот коллектив. Которые любят экспериментировать. Ну, отлично, прекрасно, да. Они думающие, ходят там. Мгм. Просто там это потрясали. Но более того, они адаптировали свое выступление под реалии, да, в которых Да, то они есть находились. профессионализм уровня, ну, топ. Да, они Классно. вошли вообще в наше положение, как бы, да. Но на самом деле не только они вошли в положение, многие как бы смирились с не настолько хорошим звуком там в наушниках, в принципе, с дискомфортной ситуацией и отыграли. То есть подумали в первую очередь об организаторах и о слушателях. Уже потом, собственно, мы- Еще одна проблема с этническими инструментами, вот, которую я прям видел. То есть, когда нужно гусли перестроить, крещ перестроить под другой кубыс или под другую флейту, это занимало минут 7, наверное, как бы, примерно занимало. То есть проще иметь все-таки 7 кубызов. Представь, у тебя на гитаре 25 струн. Ну вот, я об этом и говорю. То есть это так же, как с хангами получается, так же, как с губными гармошками. То есть, Это все финансово. Да, конечно. понимаю, да. Понятно, конечно. То есть, ну, это уже вот уровень опять, если как-то вот все-таки это делать как шоу или как что-то еще, к этому надо приходить. Надо Да. К этому надо еще дополнительные репетиции, значит, нужно. Вот чтобы был режиссер идеально. Ну да, чтобы, Я не знаю, бывает без все явных идеально или изменений. нет, но стремиться к этому надо обязательно, да. Да, стремиться к совершенству надо. Ну вот такие мысли по поводу всего. Мы сохранили их в истории. Всё. Да, мы сохранили в истории. Нам сейчас надо, чтобы у нас вот оператор стрима нам выложил эту музыку, ну, в смысле посмотрел, и что из этого можно сделать. То есть треки, мультитрек тот самый. Соорудить из этого все. Все, у нас все. Можно бросать нас помидорами, да? Вам спасибо за работу. Была отличная реакция со стороны одного моего знакомого, который, ну, он тоже занимается мужской всеми этими делами. Я ему специально скинул ссылку произошедшего. Он позвонил мне 15 минут, прямо мед в уши мне лил. Как это, ну, в смысле, как это хорошо, то, что вы сделали.
То есть это было крайне приятно. То есть обычно человек меня постоянно, ну, в общем, то петь меня учил, то еще чем-нибудь учил, ну, в общем, много чему он меня учил в жизни, а услышав от него такое, я просто, как бы, ну, в общем, я Да, и успокоился. количество просмотров на трансляции тем временем до 17 тысяч доросло. Серьезно? Я сегодня смотрел. Обалдеть. Очень приятно. Очень приятно, да. Ну, отзывы очень хорошие. Но Мы их не понимаем. А почему не заставляете понимающих это все, скажем, переводить? То есть слово «мой» значит все классно. Я со времен коронавируса участвовал в, сейчас я скажу, наверное, в 9 или 10 онлайн-трансляциях, как артист. А на 3 из них, которые устраивало правительство, прямо в самом начале коронавируса, были отменные камеры, ну то есть видео, картинка, и совершенно ужасный звук, который шел в трансляцию. Хотя сидели профессионалы, а просто опять, вот я даже не знаю, как они это делают. То есть, как Есть много способов испортить звук на трансляции. Ну, хорошие. Нет, я сейчас про другое, да, говорю про другое. Я попал, после этого я попал, и потом я попал на онлайн-трансляцию на реп-базу, где был отличный звук, но картинка вот из такой, из одной камеры, из одного места, и ты как бы, мне приходилось, чтобы как-то, я же понимаю, что люди смотрят на меня и 10 минут, 15, 20, они уже, наверное, надоедают. И мне приходилось просто бегать в камере вот так вот и изображать шоу, то есть хоть что-то там делать. То есть, и вот этот вариант онлайн-трансляции, когда я его смотрел, он мне показался отличным просто. То есть мне там устроило все. Все, Можно. можно выключать. Все сказали. Спасибо всем, да.